Ну что, кормилец, давай пробуем. Раз, два, три, четыре. Ух ты, Юрина. Ну что, я смотрю, тут трое остались. Дрюнька и пару таких заядовых. Остальные все. Деревня пустая. Остальные все подняли. Ровно 3 лодочки.
Доброго времени суток, братва. Ну что, 24 октября, ребята. Ой, как все плохо, ой, как все нехорошо. Ждал вот этот октябрь. Пол октября шли проливные дожди. Никуда не выехать было. А сейчас уже все, ребят. Смотрю, неделя осталась. По прогнозу плюс-минус. И уже все, навигация закроется. Уже такие морозики, минус 5. Сегодня будет минус 4. Сейчас в данный момент 0. Такие снежочек крополит местами. В общем, уже все. Вот так каждый день будет ночью примораживать, даже местами до минус 7. Курьи уже такие корочки, смотрю, покрыли. Сейчас шел. Но опять же поднялась вода, красота. Блин, сейчас вот поднялся наверх. Вообще без проблем. 20 километров. Одна из моих любимых точек весенних. Ну, за 40 минут я что-таки километров 25 шел, холодно, потому что, ребята, хоть и в бушлате, но все равно так пригрелся. Чуть на баллон не наскочил, блин, глаз да глаз надо. Все же река лесная, и смотрю, топляк такой шел хорошо, я сманеврировал. Ну а то так классно, ребят, все перекаты, все четко, ни разу ничего нигде не подумал, просто как весной. Красота. Время, ребят, 2 час, выскочил. Естественно, налим. Выезжая с деревни, уже смотрю, там 2 лодки осталось, все уже закрыли навигацию. Ну, там ребята еще занимаются рыбалкой, там своя у них рыбалка, ну у меня своя. В общем, дрюни, как обычно, до талого, до последнего. Естественно, ребята, стараюсь каждый год прям дожимать до шуги в этом сезоне, тем более на новой лодке, на ПНД. Вообще шуга не помеха, лишь бы все с мотором было хорошо. Завелся, заводится, ребята, и в холод, отлично. Главное, сапог не поднимать, и все нормально будет. Потому что вот сегодня будет ночью мороз. В аккурат. В общем, такие дела, братцы. Попробую постоять. Вода поднялась, конечно, хорошенько поднялась. Косы даже не видать. Здесь еще такой балкончик, спуск. Ходишь обычно вот так. А его и нет. Я сюда не планировал, честно, ехать. Потому что это одна из самых дальних. Думал, поближе встану. Уже все запланировано. Шел на скалу. Так я называю это местечко. Ну, смотрю, прям свежие следы, ребят. Не знаю, вчера, позавчера кто-то ночевал с донками. Ну, это уже тоже не тело. Как минимум, там уже, если какой-то налим стоял в ямах, то что-то забрали. Не люблю так, чтобы сразу, знаете, приезжать и, ну, уже место кто-то прошел, там, допустим, того же Хариуза, или кто-то постоял по налиму, вставать сразу туда тоже неинтересно. Надо, чтобы хотя бы какое-то время прошло. Ну, а здесь в порядке все. Никого и не было. Старая какая-то рогатулька стоит затопленная. Это когда еще рыбачили, какой-то старый костерок. Ну, это, видать, фидерами кто-то сидел. Вот. Такие дела, брат. Я сегодня прям вооружился. Взял большую палатку, так как у меня маленькая, кто смотрел, вышла из строя. Надо ее чинить. Но я, скорее всего, продаю. Вот. И сегодня взял большую Алтай УП-3. Самый здоровый пентагон мой. Ну а что, как-то так. Взял даже брикеты, ребят, пару пачек, потому что думаю, блин, день короткий. Вот тоже непонимание, куда пойду. Буду там в том месте, где дрова, допустим, рядом без проблем взять или нет. Пристраховался, взял брикеты. 2 пачки мне, в принципе, хватит. Ну и опять же, я вот весной, ребята, здесь стою, по половодью рыбачу. Обычно палатку там ставлю, там ровненько. Ну, а трава, ребят, упала. В принципе, вот здесь сейчас место оборву. Сюда и выставлюсь. И рядом с доночками буду балдеть. В кайф. Костер вон. Тоже это все пожгем в печке. Вот здесь, ребят, встанем. И нам будет в кайф. Все. Сейчас быстро ставлю лагерь. Все устанавливаю. И, в принципе, можно начинать рыбалку уже. В прошлый раз, когда я ездил, в 5 часов поклевка была налима. Здесь ямка, вход в яму, меляк пляжовый. Кстати, именно в это время частенько ези попадается вот в том месте. Частенько. Головли, ези. Там тоже пару донок зацепим. Ну и возьмем яму саму. И небольшой выход ямы. В общем, оттуда
И вот так. Вот такие тучи местами, ребят, снег. В общем, дело к зиме, блин. Как ни крути. Ждал я эту осень и, блин, прождал. Ну, как так получилось. Все, разгрузка, установка лагеря и так далее. Гусь тянет, ребята. Гусь прет на юга. Так, примерно вот так, да? Как раз пятак. Блин, сегодня как король буду, ребята. В таких апартаментах. Я обычно, когда один, такую палатку-то не беру. Это слишком для одного большая. Но ничего. Сегодня взял стол большой. Ну что, если палатка большая, что ютиться на маленьком? Возьмем большой стол. Все как сейчас поставим. Все как у людей, ребята, будут. О, домина, блин. Последний раз, крайний раз брал, Вовка приезжал, вон лист еще березовый остался. Сейчас развернем тут. Что тут у нас вылетело с кармашка? Не вылетай. Вот такой, ребят, дом. Пентагон, блин. Ну вот, небольшой, ребята, лайфхак. Ну не как лайфхак, это с опытом потом пришло. Я сам раньше даже не знал. Палатку выставили, сейчас буду растягивать, ребят, и закрывайте дверь. Обязательно. Потому что сейчас я ее натяну, сильнее растяну, и потом дверь плохо закрывается, потому что натяжка большая идет. Так что вот так вот. Дверь закрыли, и все, и продолжаем растягивать. Колушки. Сейчас мы утянемся, ребята. Обязательно утянемся. Очень удобно. Вот кармашки вот такие. Веревки эти не болтыхаются. Стоят как надо. Вот так вот, ребят, можно танцевать. Халли-галли. Пиджаки, сандали. Пиджаки, костюмы, говорит. Да. Для одного, ребят, это, конечно, очень здорово. Очень прям мощно. Ну, здесь комфорт в этой палатке. 3 человека, 3 раскладушки. По уму можно и 4 забубенить. Вот так по кругу, ничего страшного. И спали нормально. Голова вот там, ноги к ногам. Никто ни у кого не нюхает. Все хорошо. А я вот тут с краешку сейчас. Я не знаю даже куда. Печка здесь. Мне хоть так. По-всякому можно, короче, тут разложиться. Нормально. Прежде в глаза. Видит Бог, я не буду. Опа. Шконка место. Шконка место моего. Раз. И шконочка готова. Чехол туда.
Так. Так. Все, ребята. Опа. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Тут оборвем возле печки. Говорят, пишут постоянно: Андрюха, ну надо стелить что-то под печку, загорится. Ребят, нормально, там экраны. Ничего не загорится. Сама поверхность печки горячая, а где экраны можно спокойно руками трогать и нормально. Никогда не обожжешься, не подплавишь ничего. Стол. Сегодня у нас брикеты, друзья. Хорошо выручают, бывает. Вот такие брикеты топливные. Руф. Количество 12 штук, масса 10 килограмм. В общем, грамм 900 одна штука. Ну, жар дает, ребята, от души. Они бывают разные. Есть такие плохого качества, есть хорошие. В принципе, когда вот, ну, кто-то на водохранилище выезжает, еще, как бы, да, можно. Вот. Ценники, не знаю, разные, но у меня есть выход, допустим, и беру по дешевке. Вот. А так в магазине заезжал, смотрел, 148 рублей пачка, ребят, стоит. Вот такая. Так, говорю, нет. Вот так, хоп, поехал. Блин, покруче дров еще, ребят, будет. Ничего, в принципе, не засорает. А труба 8 у меня. Нормально. Только, ребят, аккуратно. Вот, бывает, пленка рвется или там перед перевозкой. Где-то там в санях, в мотособаке там или на снегоходе. Надо, ребят, беречь от влаги. Они очень боятся влаги. Чуть-чуть прозевал, все, они набухают и рассыпаются. Соответственно, с ними надо нянчиться аккуратно. Ну, вот я, видите, в мешке еще, ну, ложу дополнительно, потому что мало ли что, как бы, дырки вот такие есть, всякие вон. И, соответственно, если попадает, как-то уснули, у нас палатки затопило, и брикеты лежали возле печки на льду. Проснулись, в общем, у нас 3 пачки, наверное, вот сверху, которые лежали, вот снизу, точнее, все, хана, просто рухлить. Так, ну, с таким столом, ребят, можно сразу все разложить. Здесь немножко криво, здесь кочка такая, и вот эта дуга как раз на него стала, немножко провисает. Да ладно, ничего. Здесь все, ребята, у меня четко уже. Полотенышки вожу. Блин, хорошая вещь. Бывает что-то протереть, знаете, ребят. Удобно очень. Дощечку. Ну, чаю взял. Чай попить. Ну, под настроение, братва. Вот так вот. Ну, здесь хлеб, перекус. Чаечек. Маслица. Буду готовить по-любому. Макароны сегодня, фарш есть. Сальца вот. Вместо хлеба булочки.
Вот эти супы у меня постоянно, кофе 3 в одном, каши. Вот такие дела, ребята. Ну да мина. Ну да мина, ну да мина. А что-то решил так поставить. Не знаю, может потом так поперек поставлю. Давайте, братцы, за приезд. Добрались. Дело близится к завершению сезона, конечно, блин. Так ждал эту осень и так проиграно все это. Охота было подвигаться, но морозы мне, кажется, не дадут. Хорошо. Ну вот, друзья, что, быстро. Когда, ну, уже есть опыт, понятное дело, быстро. Но эту палатку, ребят, ну, так, не просто, в принципе, поставить, потому что она сгибается в 2 узлах, даже в 3 получается. И когда ее поднимаешь зонтом, вот эти надо края растягивать. И, не знаю, вот на морозе, когда вот палатка замерзшая, вот тяжеловато. А так, в принципе, привык уже нормально все. Справляюсь в одного. Немножко покажу, расскажу, что да как. Печка, ребят, пашихонка 25 литров. 100 вот этот в этом сезоне я брал от кемпинга. Ну, раскладушка от Медведя. Хорошие раскладушки, кстати, у меня их 2. Такие прям уверенные. Что-то там до 400 килограмм, что ли, у него выдержка. Ну, хороший алюминий. Как бы они, я вот видел раскладушки стальные, получается. Весь корпус из стали. Они такие тяжеленные, охренеть. У Владимировича я помню. Я свою беру одной рукой, а эту прям... О! У него еще широкая. Здесь у меня 80 вроде ширина. А у него 90. Метр 90. Блин, они тяжеленные. А эти с алюминия нормально сделаны. Так немножко делюсь, потому что спрашивают люди. Кто-то хочет начать вот именно просто выезжать на природу и вот культурно, красиво отдыхать. Соответственно, какая-никакая информация, ребят, пишите там лично мне там ВКонтакте, в группе ВКонтакте. Всем отвечаю всегда. Подсказываю, что-то делюсь. Вот. Но опять же, ребят, иметь вот такие палатки большие, сразу задумывайтесь хранение, где будете хранить. И не то что хранить, а если у вас возможность, допустим, ее просушить. Потому что, ну вот под дождь попали, под снег попали, ну понятно, все сырую сложили, поехали домой. И в таком виде нельзя ее оставлять, ребята. Она у вас просто застухнет, заплесневеет. Такие будут пятна, запах. В общем, надо нянчиться, ребят, с палатками. Вот многие-то и сторонники, как бы изба избой. Приехал, у тебя уже стоит печка, у тебя уже стоит стол, посуда какая-нибудь, правильно? Ты, грубо говоря, налегке залетаешь со снастями там или с ружьем и живешь там, охотишься, рыбачишь. Да, это, понятное дело, большой плюс. У тебя уже там срон дров каких-то там никаких. Ну, это кто вот именно по избам двигается. Но опять же, иметь свою избу или чужую. По чужим избам тоже это неправильно, там, ездить там, знаете, там, жить там как-то, пользоваться там их вещами чужими, там, это неправильно. Понятное дело, если ты где-то там заплутал, захворал там, в этом квадрате изба, ты там можешь обогреться, чужими дровами воспользоваться, это да. А вот так ездить там специально, рыбачить там, отдыхать, балдеть, это неправильно, я считаю. Потому что сделано не для вас, как бы, и вам там приезжать и балдеть нельзя. С другой стороны, многие говорят, что вот изба, значит, двери открыты, проходи там. Ну, это не так, я считаю. Изба это у хозяина, который ее построил, который занимался, который все туда привез в лес. Это не так уж просто. И как бы
он приезжает и там живет. А так, зная там избу, ездить там жить, рыбачить постоянно, привозить там, ездить с друзьями, это неправильно. Мне кажется, должно быть понимание. Если да, какая-то проблема, там, сломался, там, провалился, там, что-то еще, да, ты можешь жить там неделю-две, пользоваться дровами, какой-то едой, если там есть у вас, ну, в избе. И никто ничего не скажет. Наоборот, мне кажется, будет хозяину даже приятно, что если там она спасла жизнь там или что-то еще. Вот. Но какой плюс, ребят, палаточного кемпинга, я имею в виду, вот. Я же также могу спокойно сейчас жить неделю там без проблем. Рыбачить, хоть зимой, хоть на льду, хоть где. Это мобильность. Это мобильность. Я не стою конкретно на одном месте. Я захотел сегодня здесь, а захотел потом там. И у тебя есть дом, который греет, создает комфорт, тепло и так далее. Как-то так, брат. Все. Пойду заняться собирательством. По берегу по-любому есть рогатульки, валяются. Я их соберу сейчас, чтобы не рубить. Для доночек. Ну и посмотрю так. Прикину, как что. Вот. Видите, это от доночек, ребят. Рогатульки. С утра, кстати, был снег, он в течение дня растаял. Ничего, так нормально спрятался. Хорошо. Кусты вот эти, они немножко все равно держат. Вот рогатулька. Вот две рогатульки. Понятно, это под фидер. Вон они здесь. Видать, волной их намыло. Видать, волной намыло. Пройдусь по пляжу. Посмотрю частенько. Ну, в общем, ребят, следы бывают какого-нибудь зверя. И надо посмотреть, а вдруг тут медведь. Зараза, и он как раз вот, пожалуйста. Следы медведя, ребят, вроде. Видите? Угу. Медведь. Лапа. Вот. Вроде не лось, медведь. А нет, вот лосиные, ребята. Смотрите. Там непонятно, как будто медведь или лось. Тут зверек ходил. Куница или выдра. Выдра, скорее всего. Вот это лось. Вот они ходят. Следы. Я говорю, наверное, скорее всего, это тоже лось, просто замыто. Но здесь отчетливо видно. И далее. Охотники знают, что это такое. Патрона. Так, лось, скорее всего, лось и лосенок, что ли, к реке подходили. Здесь такие места интересные. Лось-то ладно, не страшно. Медведь, да. Они сейчас тоже готовятся уже к спячке. Такие дела. Ну это да, вот зверек. Скорее всего, выдрочка. Так, время, ребята. 2:30. Начнем. Донок сегодня 10, ребят, буду заряжать. Хочу поработать сегодня. Прям капитально. Доночки у меня заряжены, все хорошо. Не стал я брать новые. Оставлю их уже к весне. Колокола.
Сегодня попробуем, ребят, ход конем. В яму, вход в яму и в начало поставлю 2 всего лишь или 3. Остальное попляжу. Все-таки поздняя осень, он должен ползать. Должен ползать по пескам. Все. Заряжаемся, друзья. Опа. Так, здесь у нас что-нибудь подальше. Так, у меня здесь один поводок, как мне помнится. Снежочек крополит. Вот так вот. Один поводочек. Сейчас мы здесь метров 20, наверное, сделаем. 25. Раз. 2. 3. 4. Донка будет лосиная, ребята. Сюда как раз лось выходил. Опа. Будет лосиная у меня. Ну что, лосиная, вперед. Угу. Опа. Во, вот это водичка. Так, водичка. Ну все, сделай дело. Сделай, говорит, дело, вымой тело. 8 штучек, ребят, зарядил. 10 не получилось. Но это место хорошо, я знаю. Если начинать дальше, там мелко и коряги, зацепляешься постоянно. Самый хороший участок это вот именно здесь. Ну, можно было где-то там еще сунуть одну, там еще сунуть одну. Я вот здесь закончил, ребята. Можно было вот еще продолжить. Ну, блин, слишком вертикально стало. Вода поднялась и неудобно. Хотя можно даже засунуть одну еще. Да и хватит как будто бы что. 8 штучек нормально. Я вот вспоминаю, как я раньше, ребят, 15 всувал. 18 всувал. У меня 20 донок с собой было. Бывало до 20 доходило. Ну там работать надо. Если, допустим, сейчас трава будет на донках, это будешь ходить, конечно, очень много времени занимать будет. Прохладно, ветерок, ребят, небольшой. И прям чувствуется свежо. Так свежо. Вода холодная. Он руки сейчас мыл. Аж щипит. Вот то, что нужно. Посмотрим. Вот такие тучки, ребята. То есть снежочек небольшой. Даже солнце выходило сейчас. Начал с 25 метров, потом все меньше, 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 меньше. И вот сейчас в ямку как бы до 13 спустился. Посмотрим. Если что, в течение ночи, может, там какие-то перестановки сделаю. Если, допустим, ямка будет звенеть, или, допустим, наоборот песок, то можно и добавить будет. Ничего, мне это недолго. Это недолго. Вот. Все. Класс. Время у нас 20 минут 4. Ну, 1,5 часа, ребят. И темно будет. 13 часов в темноте сейчас. Больше, наверное, даже. 24 октября. Дело прошлого, ребятки. Свежо. Свежо. Затоплю-ка я
баркас. Три брикетины кину сейчас. Так, раз. Два. И одну сверху. Так. И запалим. Снежочек, ребятки, нахлобучивает. Ха-ха, мне сейчас нипочем. Вообще. Чурка шает. Гоночки стоят. Сейчас можно балдеть. Фонарики достану сейчас. Тактически издалека, чтобы лупить. Вдруг кто-то в кустах там. Вот специально для этих целей взял, ребята. Хороший фонарь, Арматек. 300 метров дальнобой производитель указывает. Ну, примерно так и есть. И вот по жерлицам тоже шикарно. Флажочки у меня подклеены светоотражающей вот этой тканью. И очень классно видно. И прям сдалека вот стоишь где-нибудь на озере или еще где-нибудь. Вот, и у тебя вокруг там жерлицы в районе там 300 метров даже. И вот так смотришь, и вот видишь, внизу светится или наверху. Ну, сработка, значит. Как бы для этого я взял. И на другом берегу там бывает что-то. На лодке ночью шли, тоже выручил. Надо было прокатиться на лодке. Соответственно, пришлось воспользоваться. Ну, как бы так. Ну и вот на голову. Визор C2 Pro Max тоже. Мощь, конечно. Куча режимов. Вот так. Ну или надо турбо что-то подсветить. Прям мощь. А так на среднем режиме, ребят, хватает надолго. О! Печурочка поперла. Сейчас сразу свет достану. Короче, я тут как король, ребята. В таких апартаментах, блин. Здорово. Вот это я уже понимаю, ребят. Вот выехал. Я имею в виду, вот не то, что вот крайний раз стоял возле деревни там, когда наводнение вот только первое. Кстати, вода падать начала. Хорошо, возможно, даже и грязи меньше будет. И там напротив деревня была, ну рядом там с комплексом стоял. Трактора что-то ну понятно, к вечеру они там успокоились. Так, ночь. А потом, блин, опять с утра там коровы мычат, там что-то они уже с 4 там до ярки уже там работают. Блин. Так что вот такие дела. А здесь уже от дома 20-очку в лес уехал. Тут связь еле-еле, местами что-то выхожу. Ну, дозвониться можно, кстати, потому что здесь уже, опять же, недалеко следующая деревня. И как-то вот так. Сейчас вышки поставили, и как бы сейчас вот на реке хоть связь какая-то была. А так раньше же не было, блин, хрен дозвонишься. Что случись, не дай бог. О, все, ребят, класс. Конечно, теплодача моментальная. Вообще, только подпалил, все, уже сразу тепло пошло.
Все, будем ждать, ребят. Сейчас перед сумерками пройдусь, перезаброшу, посмотрю, как вообще, как встало все, трава, не трава. Мы будем ждать, будем ждать. А так, что, место, балдей, отдыхай. Один, красота, романтика своя. Уже понимаю, что скоро-скоро, ребята, уже все закончится. И уже зимняя рыбалка. Первый лед это тоже своя тема. Это, блин, зимняя рыбалка. Первый лед самая такая крутая. До декабря у нас. Потом все. Как правило, говорят, глухозимье наступает. Пятый час. Начнем движуху, ребятки. Посмотрю сейчас, что вообще, в каком состоянии. Трава. Как сносит, не сносит. С дальней начну. Лодка у меня дымит. Нормально. А пускай дымит. Неповадно было. А то вдруг лось придет проверять донку свою. Лосиная же. Все, темнеет. Что мне нравится, ребят, на пляжах, что это вот удобно очень выматывать, забрасывать. Это очень удобно, конечно. Но стоять на пляжах, вот нежели, говорю, вот, если ставить лагерь, это вот все в песке. Хорошо, когда вот такие места есть. Как бы тут рыбачишь. Ну тут уже так, наворотило кусок, блин. Дерьма, блин. Старый гнилой лист. Тут что у нас? Более-менее. Подправим сейчас. Добавим. Скоро зима. Ну вот и такое, ребята, бывает. Куда-то попал. Так. Что-то оторвал, блин. Поводок, походу. Вот, все, хорош. Хорош, чем хорош. Так, ну здесь в этом месте никак. По руке дал. Сматываю ее, другую ставлю. Куда-то засадил. Вход в яму и засадил. Блин, такое место тут четкое, по идее. Одно убираем. Ну вот, друзья, перезабросил в оконцове у нас один обрыв и один грузило улетело. Ну там перетерло, видать, петлю. Ну частенько, понятное дело, когда часто рыбачишь, хоть и грубая леска, но все равно заменил, чуть-чуть сдвинул и грузило новое поставил, как бы все нормально.
Чуть дальше травы побольше, а вот в яме чуть поменьше. Соответственно, как бы нормально. Пойдет. Каждый час будем ходить там полтора. Нормально. Все, темно уже. Еле-еле уже допроверял, уже не видно нифига. Быстро. 5 часов, без 15. В общем, ребят. Без 15. А уже все. Кинул освещение. Все нормально у меня. Хорошо. Кушать пока неохота. На крайняк вон сало есть копченое. Можно перекусить. Я перед уездом тоже пообедал. Так что как будто бы нормально. А так макарошки сегодня отварим. Фаршик, зажарочку сделаем. 100 грамм есть, говорю, взял. Что-то не знаю, так взял. Целую бутылку еще. Остатки обычно с дома возил там. Нет, я когда выезжаю, у меня всегда есть, ребята, сумки. По желанию, охота, неохота, как бы разницы нет. А бывает, с кем-то встретишься, там что-то еще. Так что это нормально. Для согрева, для сна бывает, блин, не спится вообще никак. Надо поспать, в принципе. Понимаешь, что там через 2 часа у тебя вставать уже надо, потом сборы, шморы и дома, потом вареный, чтобы не ходить, надо 2 часика поспать. Рюмочку 2 накатил под ужин. Все, закимарил. Хорошо. А чаечек пью. Чай в лесу люблю пить вообще. Тормозами бывает, когда вот с ночевкой пьешь. Заснешь, бывает, сушнички там какие-нибудь, спотеешь, там чаек наливаешь, что постыл, холодный пьешь. Котелки всегда с собой есть, там чай у меня, сахар. Затарил, вскипятил, то на печке или там на плите. Залил новый, как бы проблем нет. Вот так вот. А будем сидеть, балдеть, ждать. Посмотрим, даст, не даст местечко Налима. Но я сюда не планировал ехать. А вот, говорю, проезжая точку, которую я хотел встать. Все равно видно, что стояли люди донками. И что-то мы думаем, блин, да ну нафиг. Бензин вроде есть в баке. Подымусь еще выше. Поклевка, ребята. Вот на эту вроде. Сижу. Вот у меня палатка, смотрите. Прикольно, кстати, светится. Да? Блин, ямка, ребят, смотрите. Ага. Вот, пожалуйста, 5 часов. Первый налим, блин. Ну, качает, скорее всего, налим. В яме, ребята. Поклевка в яме. Ну что ты, давай. Да ладно, блин, мимо. Мимо, ребята. Да, была поклевка. Блин, в яме. Что-то трын-трын-трын и все. Непонятно. На нижний хапал. Может даже и не налим. Первый звоночек, ребят. Яма. Не знаю, ну звенел так хорошо, но может быть и не налим даже. Что-то поспешил, надо было подождать. Может и лещик. Лещик-мещик. Будем смотреть, если что. Поползу вниз. Буду перестановку делать. Сижу, тут как раз дверь открытая, у меня слышу тар-тар-тар. Так, ладно. Ну пока 1-0. Не в мою пользу. Блин, полчаса, ребят, просидел.
Смотри, что делает. Опять на нее же. Ну, налим, наверное, уже. Кто-то есть. Блин, ямка что ли работает? Ага. Ну-ка, Димчик, ребята. Оп, тихо, 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 не запутай. Тихо, не запутай тут ничего. За губу подсек. Значит, первый раз тоже налил. Блин, вот это опасно, ребята, вот так, если сейчас он сделает, то будет хана донки. Смотрите, вообще краешек. Вон. Пятихаточка. Первая. Блин, ямка. Ямка. Ну, с почином. Прошло после той поклевки минут 20. Как-то так. Вот одно неловкое движение, ребят, хвостом, и все, хана. Почему вот надо налима сразу глушить? Потому что, видите, вот на перемет, если ловишь его, он тебе может вот таких дел тут наделать. Он крутится вот так хвостом своим. И вот, пожалуйста, я здесь накосячил немножко. Ну, сейчас попытаюсь распутать. Вторая поклевка, ребят. И ямка в одну и ту же донку. Возможно, этот же налим и клюнул. Просто тоже сейчас он. Первый раз, значит, он тоже был. Этот уже тоже выплюнул, начал выплевывать. Я его подсек. Бывает, они тоже вроде и глотают, но что-то почувствовал, он начинает выплевывать капитально. За краешек губы. Небольшой налимчик-то. Ну, как бы ни было. Сейчас буду распутывать тут, блин. О, в пакете шурудит. Жаренок. Ну, вроде распутал. узел получился. Вот как-то так у меня косячок есть. Пляж такой, ребят, хрустит. -1, наверное. Пойду-ка я пройдусь по доночкам. Посмотрю-ка, что, как дела. Вот 2 звоночка и все на одну, пока ямка. Если еще раз, то уже будем что-то менять. Хотя только все начинается. Гусь дуром идет. Уже, наверное, какая стая пролетает. В палатке сидел, слышал. Раза 2, наверное. 4-я стая уже. Эти высоко идут. Травушка, муравушка.
6 часиков, ребята. Или точнее 18:00. В общем, в 5 часов звон был. И вот сейчас, ну, без 15:05 и без 15:06. Вот ровно через час 2 поклевки. Прошелся сверху. Нормально. Ну, трава, конечно, есть. Но в целом черви все на месте. Налил себе 5 капель, ребята. Так что-то. Думаю, бахну за первого налимчика. Не знаю. Пока непонятно. Ну что, 6 часов только, ребят. Только все начинается, рыбалка. А так сижу, что, кайфую. Тепло, сухо, хорошо. Снег не идет, ветер успокоился. Гусь он голит только так. Сижу, он слушает. Печка шает, хорошо. Нормально. Такую погоду вот сухую люблю. Даже вот если вот этот мелкий дождь, он вроде как бы и мелкий, как бы особо не вредит. Но когда ты стоишь в ночь, там сутки стоишь, рыбачишь, то все равно это все сырое со временем, блин. Палатка, это все. Ну так, лучше мороз, короче, пускай, чем нежели вот этот дождь. Давайте, ребятки, ваше здоровье. О, разъяснила, ребята. И там встает луна лунучая. Угу. Сейчас гуси, ребят, прошли над палаткой, над кустами, наверное. Я думаю, мне даже прилетело там пару кокорях. 7 часов. О, как шикарно. Конечно, видно, блин. 7, начало 8. Так, Доночка молчит, на которой поклевки были. Да, он встает, блин. Но не полная луна вроде. И разъяснила. Тучи все ушли. Вот и будет мороз. 4 градуса, ребят, сегодня минуса. Пляж уже, вон, смотрю, встал. Корочкой встал. Ну, слушайте, тишина пока. Блин, классно, ребят. Смотрите, какая красота. Палаточка стоит. Такое зарево. Не знаю, на камеру, наверное, не особо видно. Полярка светит. Самая яркая. Вот в чем прикол фонаря, ребят. Видите, как он освещает. Метров 300, да. Ну, даже вот стрелять можно, по сути. Этот фонарь можно даже на стол вешать. Есть крепление. И, в принципе, даже вот так можно в темноте даже бахнуть того же бобра. Нормально освещает. И что у нас? Тихо пока в пруду. Тихо в лесу. Только не спит барсук. Яйца барсук повесил на сук. А вот и не спит барсук. Себе настроение подымаю. Вон, ребят, смотрите. Хорошо подмерзал уже. Идешь как по асфальту. И вот это у меня крайняя. Можно было вот еще, наверное, вот туда одну. Хотя я вот по этому кусту ориентируюсь. По этому кусту. И дальше я не иду. Подтащила, наверное, мусор опять. Ну, мусора так порядком, блин. Вот на эти донки. Они подлиннее. Вот. Лист, короче, ребята. Так я понимаю, никакой тины, ничего не плывет, просто лист
скатывается. Там березняк. Соответственно, здесь ковра нормально насыпало. Лист и утонул. Ну вот, так немножко прошелся. Обстановочку посмотрел. Блин, сейчас гусь шел, конечно, я выбежал, блин. Они прям над палаткой прошли, вот над кустами, блин, может метров 25-30. Такая пачка. Гусь прет. Ну все, что. Ну что, сейчас пройдемся, перезакинемся. Наше дело мало. Черви в палатке. Не особо много что-то сегодня взял, кстати. У меня там жменька, там штук 100, наверное, есть. В принципе, очень мелочь не ест. Нормально. Что за лодочки? Все путем. Все путем. Вон там еще думал вот одну поставить. Ну, пока вот 2 поклевки. Все, что было. И вон, она подымется, ребят. Светло даже будет. Вот тут уже берег освещает. На камеру не видно сейчас. А я вот вижу глазами хорошо. Тут эти старые головешки. Нет-нет. Таскаю в печку. Полю их, что я думаю. Они засыпятся, а весной их унесет. То можно расколоть тоже. Брикеты. Да, лемяшка висит тут у меня. Замерзает. Такие дела. Травушка, ребята, травы очень много, блин. Трава есть, надо чистить, блин. Тоже вот так налимо не поймаешь. На такой пучок травы. Ласточка моя стоит. Красотка. В этом году до победного. За победой будем двигаться. Блин, говна вот этого всякого. Здесь нормально насаживал. В общем, все, тряханул, ребятки. Тряханул. Наплакался, ребята. Поклевка где-то. Только зашел. Палатку, короче, ребят, закрыл. У меня там светильник сплавился, блин. Ё-моё. Ты что, опять моя кормилица, что ли? Да. Смотрите, ребята, яма. 3-я поклевка. Да. Что, будем брать? Но есть налимчик, блин. Офигеть. 3-я поклевка. О, ушел. Нет, не ушел. Мелкий просто. Ух ты, братик. Тихо, 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 тихо. Видите, смотрите, как прикусывают, ребят. Чуть по чуть прикусывают. Вообще с краю. Тихо, ты да давай сейчас не мотай мне.
бродяга. Давай я тебе сейчас даже дам. Дай. Ну, в общем, вот так, ребята, смотрите. Недовольный такой попер. Давай домой. Блин, смотрите, яма, ребят. Так, у меня есть еще доночка. Сейчас в краем поставим. Краешком поставим. Я только зашел, у меня что-то свет погас. Захожу, у меня там сплавился провод, прикиньте, ребята. Закрыл и от жары, наверное. Короче, не выдержал. Валберский свет северного сияния. Так, ладно, что, давай добавим или что? В принципе, нормально. Блин, прикусывают, ребят, видите? Нежно-нежно. Тут нормально все. Так, ну вот, что-то уже показатель. Третья поклевка на одну донку, вон, возле носа. Раз. Куда-то попал он в строечку. Где-то бровка, где-то тропиночка. Так, ладно. Пойдем-ка мы сейчас ставить. Сейчас с краем поставлю. Одна еще есть. Будет нормально. Малыш с краю. Че, таких, конечно, отпускать надо, ребята. Кто-то пишет там, типа, вот, берешь. По возможности, ребят, когда в желудке, там, без проблем. Без вариантов, точнее. А тут таких там с краю. Блин, все прикусывают. Первый, значит, налим тоже был. Они все вон сразу выплевывают. Неохотно берет. Вот зараза, а. Как я не знаю, ребят, как на хате. На пати. Так, добавляемся, значит, что у меня доночка еще есть. Вон что стало, ребят, смотрите. Вон, смотрите, видите, подтек. Потекла просто. А висела вон, получается, вот сейчас вторую подвесил. Хрен знает, что там потекла. Я начал вытаскивать, и все, хана. А там, я смотрю, диодная лента просто простая. Выключатель здесь вот был. А на этой, кстати, у меня он сломался. Я напрямую сделал в лесу. Короче, говно это все. Валберская шляпа. Не пойдет. Зимой топить будешь сильнее, так она вообще все развалится. Погнали ставить лучше. Смотри, какой балкон, ребята. Замерзла. Даже рогатульку не вкрутишь туда. Так, надо сейчас примерно подрасчитать ту же дистанцию. Ну, тут неудобно, смотрите, там, видишь, как дальше. Там уже невозможно будет ставить. Ну ладно, попробуем. Дальше смотрю, ребят, по этим кустам. С весны-то я вот там рыбачу. Вот это надо будет приезжать летом и вырубать все. Вот эти кусты, вот эти, видите, пляж заполоняют, ребята. Там начинается, там начинается. Вот эти все малые кусты надо вырубать, чтобы потом здесь нормально двигаться по налиму. Вот сюда просто заходит весной грузило или крючок, и ты не вырвешь ни хрена. Ты вот так не вырвешь. Видите, что творится? Вот эта хрень, она ополоняет. И потом рыбалки нету, блин. Ты зацепляешься. А это вон, смотрите, сколько кустов, ребята. Это вот надо реально заниматься этим. Точки готовить. Ладно, доночку на разведку поставили, посмотрим. Тишина. Вот тучка подошла, ребята. Снег. Вот такой снег
В принципе, всю ночь и обещали. Сейчас не поверите, не знаю, просто не хотелось даже сейчас какие-то эмоции свои высказывать. С оттуда такой треск по этим кущам, блин, я не понял нифига. Думал, блин, что за хрень? Там стоял, ну, что-то показалось, как будто звонок. Побежал, блин, сюда. Взял фонарик, нож и в лодку прыгать. Отвязывай давай, там у меня привязано. Кое-как, думаю, блин. Потом что-то мелькнула жопа. Лось, короче, лосих. То ли лось, то ли лосиха, ребят, потому что там еще рядом. Скорее всего, лосиха с сигалетками прошла. Ветер сюда, она меня не чувствует. И вот по этим кущам. А потом они меня там услышали, я сюда бегу, они туда в трец, короче. Фу, только успокоился нафиг. Хрень перекурил, блин. А там непролазные, они там сами себя не видят, наверное, там бодаются. Такой треск стоял, ребята, я прям сейчас охренел. Ну, вроде нормально все. Лось это не страшно. Да и медведь-то, в принципе, уже спать лег. Просто я так испугался, охренеть. Я там вижу, что там трещит все. Я сюда побежал, и они меня услышали и побежали. А ветер на меня, и, соответственно, как бы они в эту сторону запах не чувствуют. Печка тоже сюда дымит. И вот по этим джунглям, по этому ивнику они побежали. Вот это весело, конечно, блин, в лесу. Ну, а что, понятно, что. Где-то мы у них в гостях. Не они у нас. Сейчас, тем более, такая система, миграция. Ну, медведи же уже спят. Так что опасания нету. Только волки. А так, как бы, с волками тоже сейчас в этом году вроде более-менее спокойно. Были года, конечно, были. Ладно, пойдемте пожрем что-нибудь, ребятки. А пожрать сегодня будет классно. Снежочек. Мелкий. Ну тут хорошо я встал, ребят, смотрите. Как держат кусты, конечно. Лоси напугали, ребята, капитально. Я тут что-то за камеру, блин, думаю, возьму нож сразу хапать и тактический фонарь сечу на лодке. Вот у меня была мысля уйти. Я к лодке, бац. Давай там развязывай, слышу, где-то трес здесь уже. Я уже думал прыгать и резать, короче. Испугался, но просто, ну, я не знаю. Придумывать как бы не придумываю, просто, ну, как есть, так есть. Лоси пробежали. Охренеть. Но они вот почему-то осенью на пляжи уходят часто. Вова, ребята, все равно в зимних конденсат скопился. Снимусь и сниму вот эти тонкие. Я сегодня в термухе. Буду двигаться как дома. Не зря же такие, ребят, апартаменты у меня сегодня в одного. Налимчик молчит. Сколько у нас время-то вообще? 49 минут 10, ребят. Еще детское время. Сейчас печурку поджарим. О, термушки-то. Красота. Макарошек сварим. И фаршик у нас сделаем. Зажарочку и похаваем. Будет огонек. А это сушится. Это все сушится. У меня здесь карабинчики, ребята. Вот так вот. Раз. И вот на эти узлы я ставлю. Допустим, штаны там или куртку и сушить подвешиваю. Все. Так и жили, спали в рост, дети были. Опа!
этих апартаментах, ребят, можно заблудиться, блин, в одного. Это еще все можно подкинуть. Ну вот так я прям с кайфом. Водичку поставил сегодня, ребят, макарошки. Что-то тут тоже раскидался, блин. Не знаю, починю, не починю. Блин, как так расплавилось-то, а? Фаршик, ребята, он взял, смотрите, с дома. И лучок сразу здесь. Сейчас подрежу. И сделаем красиво зажарочку. Все, что мне нравится, ребят, кстати, печка большая, ну вот эта 25-литровая. У меня есть еще есть 30. Ну, здесь можно готовить, ну, как бы и сразу и первое, и второе. Или чайник ставить. Как бы тоже очень удобно. Нежели, допустим, на малый, там, 15-литровый. Там, ну, только одна кастрюлька влезет. Все, сейчас открыл юшку. Сейчас пойдет жара. До сих пор даже не растаял, ребят. Когда наступит вечер, навстречу. Та-та-та-та-та. Так, ну, у меня тут что, немножко. Резиночки у меня есть. Кстати, резинок, ребят, полная палатка. Это знаете, чем это, когда я занимаюсь жерлицами, на руку одеваешь. Сейчас мы тоже сюда резиночку сделаем по красоте. Первый час, ребята, шикарно поужинал или пообедал, непонятно. Ветерок на реке такой стоит. Блин, ну тихо, 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 тихо. Тишина. Пойдем-ка пройдемся. Блин, ну это нормальный пучок, ребята. Накопился, блин. Смотрите. Листа сколько, блин, ё-моё, блин. Лист. Неужели так много листа-то, а? Вода же уже все вроде. Лист должен как-то бы уже уйти. Это плохо. Нормально вроде все. Кучки прям такие.
О, смотрите, ребят, сколько замерзают потом они. Кучки эти. Сюда их надо. В одну сторону стараюсь сгребать, потому что если здесь занимаешься донками, ты за это цепляться будешь. Да. Андрей Викторович, ты здесь тоже проиграл, походу. Ну ничего, что поделать-то. Доброе утро, друзья. Вот такая погодка встречает с утра. 7 час утра. Что-то я так раза два выходил в ночь. Ходил, траву убирал, поклевок не было. А потом что-то думаю, ну ладно, что, будем спать. Сколько посплю. Ну, особо много не спал, разбудил снег по палатке, тарахтит. Блин, думаю, такая погода мерзкая. Выходить даже неохота. А сейчас вышел, вот рассвело, и смотрю, вот там донка качается одна, ребята, у нас. Надо перезакинуть, посмотреть. Сейчас была информация, кстати, ребята ездили. Вообще, говорит, поймали налима, говорит, 8 утра. Я говорю, обычно в это время не встаю. У меня 3 брикети не осталось. Закинул в палатку. Сейчас оденусь, ребят, пройдем, перезакинем. В такую погоду тоже собираться неохота, уезжать. Позавтракаем спокойно, может прекратиться снег. Так что такие дела. Все-таки пляж сработал, ребята. Я переживал, блин. Думал, угадал я точку, не угадал. Вон, ребят, смотрите. Донка хорошо качает. Ну не звенело, блин. Я так с палатки-то выходил. Слышно все равно. Ладно, будем брать, может, ясь. Как я вам и говорил. Изи тут могут. Он покачивает как хорошо. Ну что, кто ты там у нас? Опа. Он как стащило. Ну, что-то не крупное. Непонятное. Никодим? Да. Он, зараза. Слушайте, ребят, ну это более-менее. Это более-менее. Красавец. Опа. Желтый. И тоже же, смотрите.
Повезло, что за губу, ну, вот воткнулся за твердую. Он здесь ее порвал уже. Видите, у него крючок здесь был, он выплевывал его. Змееныш на белом-белом покрывале января. Как-то такая картинка. Красивая, да, такая картинка, ребят. Не хочу марать своих ребят. Я молодыми вспоминал. Блин, налим. Вот в районе килограмма уже. Ладно, сейчас в пакет отнесу, чтобы не кидать его. Тоже уже, блин, вот как они выплевывают. А вот крючок был, я так понимаю. Они хватают, глотают, а потом понимают, что что-то не то, и начинают выплевывать махом. Ах, когда ты клюнул-то? Я вчера ходил, вон, смотрите, ребят, сколько травы. Косил. Ну, что-то смотрю, остальные не подкачивают, ничего. Вроде как нормально даже. Вот это меня еще смущает. А, кстати, какая донка? Не лосиная? Не лосиная, ребят. Лосиная, вот, следующая. Не лосиная. Вот эта доночка надо будет еще поглядеть. Поспал в палатке, ребят. Сегодня вообще замечательно. Как король. Пир у нас закончился, у меня поставил водичку. Вчерашний ужин разогрею. В общем, прошел по донкам. Больше ничего не было. Ни ершей. Ничего. И черви как бы есть. Получается, до первого поводка грязь. Ну, возле грузила, который по леске уже не спускается, там есть вероятность, что налив мог попасться. И черви как бы на месте. Ну да ладно, что. Килограммовчика взяли, и то это, наверное, самый крупный, ребят, сезона пока. Я еще, конечно, рыбалку не закрываю, но впереди сейчас неделя морозов будет, до минус 7 доходить. А потом оттепель как будто. Так что вот посмотрим. Червей у меня еще на пару выездов есть. Так что, может, еще изгоняю. Вода падает, хорошо падает. Ладно, завтракаем. Блин, уезжать неохота, ребят. На самом деле, вот проснулся, и вот такая красота, блин, спокойствие такое. Вот хоть оставайся на вторую ночь. Потихоньку собираюсь, ребята, и
периодически выхожу на улицу. Пакую вещи по сумкам. Прям реально, ребят, уезжать неохота. Гусь таки прет. Что-то говорят. Говорят, что скоро зима. Блин, так завораживает, ребята. Первый снег, ну вот снег, конечно, он тоже свою изюминку дает. Всю ночь гусь шел. Я спал и периодически слышал, как он над палаткой проходил. Местами так низко, что я думал, что-то происходит непонятное. Хороший косяк идет. Но, к сожалению, надо домой ехать, ребята. Это не гуси, ребята, это лебеди. Сейчас попробую на большую камеру поймать. Не знаю, ребята, поймаю, не поймаю их. Найти не могу. Вот они. Это лебеди, ребята. Какой клин здоровый. На юг идут. Оп. Оп. Нормально. Пришвартовал ее. Все. Так, ну моем ножки. И на палубу. Лодка на воде была, ребят, смотрите. И вода. Потому что вода 4 градуса. Так, ну что, родной, давай. Тут все нормально должно быть. Раз. Раз. Два. Контрольки нету, ребят. Но это и должно быть так. Сейчас постоит, потарабанит. Может, сам пробьет. Или надо пальцем чем-нибудь ковырнуть. Как обычно это я и делал. Надо чем-то ковырнуть. Сейчас постоит, может, сам отобьет. Ну, ребята, 3 минуты пробилась сама. Чук. Там вот как раз возле входа, выхода точнее, там и подмерзает, там миллиметра 3-4. Ничего не надо ковырять, просто минуты 3 надо подождать. И все нормально. Мотор не перегреется, потому что холодно, вода холодная, бензин холодный, соответственно, тяжело ему. А так, люди там пишут, бывает, что вот, технику насилуешь. Ребят, это нормально, вы что, не гоните? Техника должна работать. Это нормальные условия. Так что все хорошо. В общем, такая рыбалка, ребятки. 4 поклевочки у нас получилось. Ну, с налимом как-то так стало, не знаю. 4 поклевки.
Кайфанули в палатке, в большой палатке, блин, нормально вообще. Я доволен. Дело к зиме, ребятки. Не знаю. Закрытие сезона буду где-то думать. Может быть, даже не на этой реке. А так еще есть работка, есть тут движуха. Еще увидимся. Все. Давай, родной.